Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях пятницы, 25 июня. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Жара не отступает. В лесах Якутии фиксируют 60 природных пожаров. Выезды на природу ограничат в районах республики. Для переболевших ковид скоро в России начнется диспансеризация, но мы расскажем о буднях врачей-реаниматологов. В Якутске люди живут в наполовину сгоревшем деревянном доме. Наши корреспонденты выясняли, почему так получается. В Нерюнгринском районе у оленеводов началась кораллизация. В этом году из-за суровой весны ее сроки пришлось сдвинуть. Большой праздник приближается, и вы сможете вместе с нами стать его свидетелем. Эссе Холонхо и игры ДГ на наши каналы покажут в прямом эфире. В районах Якутии усилят работу по ограничению выезда людей на природу. Об этом сегодня сообщили на совещании Оперштаба комиссии по чрезвычайным ситуациям. Одним из главных факторов возникновения лесных пожаров на сегодня является деятельность человека. В регионе действуют более 60 природных возгораний. Данные о региональных пожарах передают каждый день по 4 раза в сутки федеральному центру. В совещании принял участие начальник ФБО авиалесоохраны Николай Кривошеев. Он отметил о необходимости слаженной работы. В самое ближайшее время начнется переброска сил и средств на другие точки, где сегодня наиболее опасная лесопожарная обстановка. Обсуждали сегодня у вас мудрая глава на самом деле, да, институт кураторов. То есть члены правительства закреплены за сегодняшний день за муниципалитетами, и которые совместно с муниципалами должны проводить работу в режиме ЧС. Коллеги, я опять напомню, режим ЧС у нас действует, да. Это хорошая такая практика, и если, Дмитрий Ильич, она выстрелит у вас в субъекте, да, и ее можно будет распространять и на другие субъекты. Но для этого нужно поработать. Да, решение о том, что людей, специалистов, которые умеют тушить сложные лесные пожары, мы, наверное, по решению уже штаба здесь, субъектово, будем принимать решение выводить с локализованных пожаров и заменять их силами ваших мобилизованных людей, которые предусмотрены и планами тушения, и сводным планом тушения и так далее. Коллеги, будьте к этому готовы. В Намском районе зафиксировали природный пожар вблизи газопровода, а точнее в 30 километрах от населенного пункта Маган. Там работает группировка регионального управления МЧС России. В настоящее время тушением лесного пожара занимаются специализированные подразделения лесоохраны и работники Сахатранснефтегаза. И, как сообщают представители газовой компании, борьбу с огнем ведут с самого утра. Очаг возгорания обнаружил дежурный обходчик опорного пункта и сообщил в Центральное диспетчерское управление. Ситуация находится под контролем. На площадке Общественной палаты Республики сегодня состоялся круглый стол по строительству атомной электрической станции малой мощности в Усть-Куйге. Напомним, накануне по итогам общественных слушаний жители поселка поддержали реализацию проекта. По их мнению, благодаря вводу такой станции снизится тариф для промышленных предприятий и компаний. Перед тем, как принять окончательное решение о строительстве, будут проведены различные экологические экспертизы, геолого-разведочные работы. И только удостоверившись в надежности и безопасности работы станции, будет принято окончательное решение о реализации проекта в поселке. В первую очередь энергоснабжение будет осуществляться в населенных пунктах ближайших. Да, это поселок Усть-Куйга, это Казачий, это Депутатский. Понятно, что когда речь идет о строительстве атомной станции, у людей возникает определенная неясность, возникает очень много вопросов, связанных в первую очередь с надежностью работы атомных станций. Как это все будет проектироваться, как это все будет строиться, какое оборудование там будет использоваться. И как это все повлияет, в том числе на окружающую среду, непосредственно на население. Если по каким-то причинам эксперты определят, что строительство данного объекта на территории поселка Усть-Куйга невозможно, реализации данного проекта не будет.
Для развития района и поселка Усть-Куйга нужна промышленность, а для этого требуется много электроэнергии. Благодаря атомной станции малой мощности снизится тариф для промышленных компаний и предприятий. Реализация объекта по строительству наземной атомной электрической станции малой мощности – событие мирового масштаба, подчеркнула глава поселка Варвара Сергеева. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Срок строительства – 4 года, а эксплуатации – 60 лет. В Якутии появятся свободные от коронавируса заведения. С 1 июля, например, рестораны вправе не соблюдать ограничительные меры по коронавирусу при условии оказания услуг только привитым гражданам или при наличии отрицательного ПЦР-теста со сроком не более 72 часов. Таким образом, предприятия общественного питания, фитнес-клубы, спортивно-досуговые объекты и другие заведения создадут условия для безопасного организованного досуга якутян без ограничений для собственного бизнеса. В так называемые ковид-фри зоны будут пускать по QR-коду, который распознается электронным устройством через портал госуслуги «Стоп коронавирус» и подтверждает действительность получения гражданином вакцины от ковид или по отрицательному результату ПЦР-теста на бумажном носителе. При этом гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Данное условие также распространяется на работников этих организаций и иных лиц, находящихся в помещениях. Далее, к эпидобстановке еще 95 человек заболели коронавирусом в Якутии за сутки, сообщает Оперштаб. В Якутске фиксируют 59 заражений. В Мегино-Кангаласском районе 6, в Вилюйском 5. По 4 новых случая выявили в Нерюнгринском, Мирнинском и Авено-Бытантайском районах. В Хангаласском и Чурапчинском по 3, в Алданском, Намском и Усть-Алданском улусах 2 новых случая. Еще 1 человек заболел в Устьянском районе. За сутки лаборатории республики провели 3200 исследований на ковид. Значит, относительно продления режима необходимо обратить внимание на то, что у нас сохраняются все ограничения, которые действуют, однако вводится ряд новых ограничений. Одно из них направлено на то, что в аэропортах Республики Саха-Якутия, таких как Якутск, Мирный и Удачный, это сегодня те аэропорты, которые принимают иногородние рейсы, будет производиться термометрия прибывающих и сведения о гражданах с температурой выше 37,1 градуса направляться в Роспотребнадзор и медицинские организации. Второй момент, связанный с ограничением, он связан с защитой наших детей. Вы знаете, что в республике установлен ряд мероприятий, направленных на защиту детей до тех пор, пока не будет начата процедура вакцинации детей. В целях защиты детей с указом установлено: дети до возраста до 14 лет не допускаются к самостоятельному посещению торговых центров, рынков, предприятий общественного питания без сопровождения взрослых. Такая мера направлена прежде всего на то, чтобы непосредственно подконтрольность детей, по сути дела, тоже не давала возможности распространения вируса. К сожалению, в ряде лагерей, которые открываются на территории Республики Саха-Якутия, фиксируются случаи заражения детей, и соответствующие меры Министерство образования принимает. Для переболевших ковид с 1 июля в России начнется диспансеризация. Пройти обследование смогут все граждане с 18 лет, но не ранее, чем через 2 месяца после выздоровления. В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней и тяжелой форме. Обследование будет проходить в 2 этапа. С помощью анкетирования устанавливается, как у человека протекала инфекция, какие были симптомы. Затем пациент проходит тест для выявления патологии органов дыхания. Далее врач измеряет насыщенность крови кислородом. Обязательно на первом этапе также станет биохимический анализ крови. Второй этап диспансеризации включает в себя тщательное исследование сердца, сосудов и органов дыхания. Составлен план и список лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Имеется 2 группы. И первая группа лиц, которые перенесли ковид и имеющие хронические неинфекционные заболевания. Их 215 человек в нашей поликлинике. И вторая группа – это лица, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, 9054 человека. Будут проходить 2 этапа исследования. Первый этап – это общий анализ крови, биохимия, рентген легких, спирометрия, сатурация и консультация терапевта. И второй этап уже КТ легких,
УЗИ, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей, если будет выявлена патология, риск тромбообразования. В республиканской больнице номер 2, несмотря на сложную эпидобстановку, продолжают оказывать первую медицинскую помощь. В рубрике «Будни врача» мы расскажем о врачах, реаниматологах и анестезиологах, благодаря которым многие пациенты после тяжелой операции проходят быструю реабилитацию. Пожалуй, это самое важное и главное отделение в республиканской больнице номер 2, где после тяжелой операции или травмы проходят реабилитацию тяжелобольные пациенты. Можно сказать, это своего рода инкубатор, где каждый пациент получает всю необходимую медицинскую помощь ежечасно. Мы осуществляем в первую очередь комплекс мероприятий по восстановлению жизненно важных функций пациентов, тяжелым пациентам, которые поступают к нам, а также все анестезиологические пособия при операциях, лечебных диагностических мероприятиях. В отделении 24 койко-мест, и они все заняты. Всего в год у нас в том году пролечилось свыше 3000 пациентов. В месяц у нас оборот через наше отделение проходит 250 пациентов. По словам врачей, восстановление тяжелых и крайне тяжелых пациентов проходит по-разному. Кто-то здесь может пролежать сутки, а кто-то месяцами. За каждым пациентом закреплен свой врач и медицинский персонал. К нам поступают тяжелые больные, которые не могут самостоятельно дышать. Мы их интубируем, подключаем к аппарату искусственной вентиляции легких. Можете видеть тут параметры, их настраивает врач. Мы выполняем уходовые мероприятия, противопролежневые и назначение врачей. Берем анализы и следим, в общем, за состоянием пациентов. Сегодня в отделении работает порядка 100 человек. Это лишь часть из них. Многие во время пандемии задействованы в красной зоне. Но несмотря на это, они продолжают оказывать медицинскую помощь всем своим пациентам. Многие из них уже переведены в общую палату из отделения реанимации. И сейчас благодарны своим ангелам в белых халатах. Хотела бы поблагодарить своих врачей. Они очень, как сказать, на любые вопросы, на любые вот эти мои хорошо все объясняют. Я желаю им очень здоровья, такой же работы. Врачи отделения реанимации – одни из главных в цепочке оказания первой помощи пациенту. Без их участия не проходит ни одна операция. С прошлого месяца врачи-анестезиологи начали применять на своей практике новый препарат, который облегчает работу как хирургов, так и состояние самих пациентов. Новый препарат, он более быстро вводится и выводится. Поэтому пробуждение более плавное, и как больной не просыпается, он не помнит трубку. Это очень хорошее ощущение, когда он помнит трубку, это не очень хорошее ощущение. Так он просыпается быстрее, поэтому лучше. Вот в этом его самый основной плюс. Также этот препарат отлично подходит для пациентов пожилым, для пациентов с избыточной массой тела. Потому что некоторые наши препараты, которые были, они при длительных операциях кумулировались, допустим, в жировой, мышечной ткани. А вот этот новый препарат, он не кумулируется. В пандемийный год врачи-анестезиологи провели свыше 5000 анестезиологических мероприятий по экстренным и плановым показаниям к операциям. Из них количество общей анестезии составило около 3000. До пандемии эта цифра доходила до 10 000. С применением нового препарата число операций в республиканской больнице номер 2 будет существенно увеличено. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Идем далее. Уже третий год жители дома по улице Кеши Алексеева 8/1 в Якутске живут практически на пепелище и никак не могут решить жилищный вопрос. Дом признали аварийным, после непригодным для проживания. Было выиграно несколько судов, а ВОЗ и ныне там. Наши корреспонденты пообщались с собственниками многострадального дома. В доме, который и без того дышал на ладан, в 2019 году случилась беда. Из-за неисправной алюминиевой проводки в одной из квартир случился пожар. В результате выгорела половина дома. Бомжи бухают постоянно. То есть мы постоянно выгоняем отсюда всяких разных. Оставшиеся без квартир вынуждены были переехать к родственникам или же арендовать другое жилье. Жильцы другой части дома, которую не затронул огонь, остались здесь не просто жить, а выживать. Потолок упал,
лег на шкаф. В квартире Екатерины Григорьевой потолок в одной из комнат держится только благодаря массивному шкафу. Из-за того, что половина дома отсутствует уже второй год, в зимнее время в квартирах невыносимый холод. Под 3 одеялами спали нынче. В одежде, в шапке, потому что в унтах, потому что холодно. Очень холодно. Стены трескаются, штукатурка сыпется. Помимо того, что их давит, так еще и топит. Не только талыми водами, но и канализацией. После зимы вонючая жижа наполняет подъезд и даже квартиры. Даже вообразить даже страшно, как так можно существовать. И на все это у нас имеется решение Верховного суда. Жильцы признали дом аварийным в 2018 году. В 2019 погорели, после чего по документам его признали еще и опасным для проживания и подлежащим сносу. Снести должны были еще в ноябре прошлого года. Из-за бездействия городской администрации даже обратились в суд и выиграли. За 8 месяцев после того, как мы выиграли суд по поводу того, что дом должен быть снесен, мы пытались обращаться в разные органы. В ДЖО сказали, что денег на наш дом нет, есть более приоритетные проекты, которые необходимо решить, а ваш дом, он как бы даже в очередь не входит и в этом году под снос не идет. На днях специалисты Департамента жилищных отношений вручили жильцам требования о добровольном освобождении жилья в связи со сносом дома до конца этого месяца. При этом главным вопросом стало, куда переедут жильцы. И им будут предоставлены временное жилье из маневренного жилищного фонда по заявлению. Но собственники на маневренный фонд не соглашаются. Их можно понять. Им впервые выпал шанс получить новую квартиру от государства, когда дом признали аварийным. Но после пожара этот шанс отобрали. Люди боятся, что, переехав в маневренный фонд, они там навсегда и останутся. К сожалению, включить их в действующую республиканскую адресную программу не представилось возможным. Могут войти в данную действующую программу только дома, признанные до 1 января 2017 года. Но это не исключает возможность того, что будет третий этап переселения после завершения мероприятий по расселению текущей программы. Будет ли третий этап адресной программы, пока неизвестно. Но если даже будет, то только после 2025 года. Жильцы боятся, что дом не простоит, поэтому умоляют власти пойти им навстречу и выдать компенсацию, чтобы была возможность улучшить свои условия. Мы и дальше продолжаем следить за судьбой дома. Ульяна Шагина, Петр Васильев, Павел Пахомов, Якутск. Более 20 семей Алданского района получат субсидии на жилье. Средства в рамках госпрограммы по обеспечению качественным жильем и повышению качества ЖКУ выделят 22 семьям. На этой неделе молодым семьям вручат свидетельство о праве на получение выплаты для приобретения жилой площади или строительства дома, рассказал глава района Северин Поздняков. По его словам, в Алдане субсидию получат 9 семей, в Нижнем Куранахе 7, в поселке Ленинский, Тамоте и Белецком на Слеге улучшить свои условия смогут по 2 семьи. Строительные работы начались на лыжной базе в Ленске. Возводят новое здание пункта проката и ограждения. Новый пункт проката – это часть программы модернизации лыжной базы, которая началась 2 года назад. За это время обустроены склоны для горных лыж и сноутюбингов, установлен новый подъемник канатной дороги, проведено освещение. А в мае этого года началось строительство дополнительного здания, в котором разместят пункт проката, буфет и гараж для техники. Помещение благоустроенное, с отоплением, водоснабжением и вентиляцией. Его площадь составит 170 квадратных метров. Также появится на лыжной базе и новое ограждение длиной 160 метров. Всего на модернизацию лыжной базы из районного бюджета в этом году выделено более 10 миллионов рублей. В канун векового юбилея автономии Якутии стартовал проект «Столетний план развития». Он инициирован молодыми специалистами из разных сфер деятельности. Так, они хотят внести свою лепту в развитие родной республики. На днях инициативная группа проекта побывала в алмазной столице. На встрече обсудили долгосрочные планы развития района и роль алмазного края в общей стратегии региона. Проект «Столетний план развития» вдохновлен произведением одного из основателей Якутии Платона Аюнского. Писатель и государственный деятель отразил этапы развития по десятилетиям до 2027 года. Цель инициативной группы проекта – попробовать написать следующий столетний план. Мы решили попробовать собрать этот документ всем миром. И мы ездим по районам, разговариваем с активистами района, с руководителями, с главами, с хозяевами производств, с предпринимателями, с теми, кто управляет бюджетными организациями, теми, кто отдает благо на земле. И они нам предлагают посмотреть на разные направления, в которых должна развиваться республика.
Глава Якутии провел сегодня рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в России. Стороны обсудили сотрудничество в сфере торгово-экономических связей. Айсан Николаев отметил, что основы бизнес-взаимодействия между Турцией и Якутией были заложены еще в 2017 году, когда в Стамбуле провели Дни города Якутска. Именно тогда между городами установились побратимские связи. В свою очередь, турецкий посол Мехмет Самсар отметил, что рад побывать в нашей республике и выразил большую заинтересованность в укреплении партнерских связей между Турцией и Якутией. Русские старожилы – этническая общность людей, которая сформировалась в арктических районах Якутии. Потомки первых промышленников и землепроходцев развивают культурно-этнографическую самобытность и традиционный образ жизни. В Якутске проходит первое полярное вече. На съезде обсудят защиту прав и реализацию интересов арктических старожилов, проблемы, касающиеся защиты интересов коренных малочисленных народов Севера. Также участники съезда рассмотрят вопрос включения арктических старожилов в федеральный список малочисленных народов Дальнего Востока. В рамках съезда пройдут праздничный концерт, выставка и праздник «Первая Путина». У нас сегодня приняты и стратегия развития арктической зоны Республики Саха-Якутия, принята концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера и разработаны программы по развитию нашей Арктики, коренных малочисленных народов Севера. То есть оказывается поддержка представителям коренных малочисленных народов Севера. И в общем, все органы власти работают на то, чтобы обеспечить достойный уровень жизни, и в том числе в таких отдаленных поселениях, как Русское Устье и Походск. В Нерюнгринском районе у оленеводов началась корализация, это пересчет и вакцинация оленей. В этом году из-за суровой весны сроки ее были сдвинуты. Полина Долинская отправилась в стойбище узнать подробности. Пересчет оленей производится 2 раза в год перед тем, как стада начнут сезонное кочевье. Это весеннее, но из-за половодья началось оно только в июне, когда до стойбища стало возможно добираться на подготовленном внедорожнике. Подсчет покажет, с какими показателями оленеводы перезимовали, ведь главная их задача – сохранить поголовье. В этом году, слава богу, у нас по коэффициенту мы норму выполнили. Была большая борьба с хищниками, много мы подавили волков, с медведями работаем. В основном стараемся работать браконьерством. Корализация проходит при непосредственном участии ветеринарного врача, задача которого – следить за состоянием здоровья стада. Для этого берется забор крови и других анализов. В корализацию оленей входит взятие крови на бруцеллез, прививка против сибирской язвы, прививка против бешенства охотничьих собак. И также берем анализы. Помимо заболевания бруцеллезом, неприятности приносят и оводы. Чтобы оградить оленей от надоедливых насекомых, оленеводы устраивают дымокурни, сомнин, и ставят специальную вакцину. Миллилитр на 50 килограмм. На 50 килограмм живого. О многом другом и более подробно вы увидите в нашем специальном выпуске в программе «Испытано на себе». Полина Долинская, Сергей Козюра, Нерюнгринский район. В республику пришло долгожданное лето и сразу с аномально жаркими днями. Местами среднесуточная температура воздуха превышает средние многолетние значения на 7 и более градусов. Медики не рекомендуют без особой надобности выходить на улицу во время максимальной солнечной активности. Это период с 11 до 17 часов дня. Если все-таки нужно выйти на улицу, то предпочтительно надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей, легкий головной убор и обязательно взять бутылочку с негазированной минеральной водой. На улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами. В Мирнинском и Ленском районах до конца недели сохранится жаркая погода. Коллектив радио Т-Тим разработал новое приложение с подкастами. Теперь слушатели радио могут найти с помощью этого приложения новые и архивные передачи, материалы из Золотого фонда, сказки, спектакли, отрывки из Олонхо, произведения современной литературы. Также прослушать прямые эфиры. Примечательно, что якутская классика тоже стала доступна в формате подкаста частями. Электронное приложение работает не только через интернет, но и в офлайн-среде. То есть материалы можно скачать и слушать, где нет сети. Разработку можно скачать в App Store или Play Market.
Люди иногда спрашивают, да, где можно послушать, например, передачу Ангелины Шадриновой. Мы не можем им предоставить каждому, да, кто просит, да, не можем предоставить ссылку, не можем предоставить материал. Поэтому мы решили вот создать вот такое приложение, и каждый, кто интересуется, да, может зайти, скачать бесплатно и пользоваться в свое удовольствие. Даже где нет связи, на машине, в самолете, на природе. Так что смело пользуйтесь. tetim.podcast. А трансляция открытия цеха Олонхо будет доступна на каналах НВК Саха, Якутия-24 и Мамонт. Начало завтра в 10:50 по якутскому времени. Республиканский праздник в этом году пройдет в Алекминском районе. В эти выходные в связи с отменой большинства районных и наследных праздников он станет единственным проведенным в очном формате массовым национальным мероприятием. Трансляция на YouTube-канале НВК Саха будет вестись на якутском языке, на канале Якутия-24 с синхронным русским переводом. Наши каналы также проведут прямую трансляцию соревнований по национальному многоборью «Игры Дегына». Прямой эфир завтра стартует в 16:00 по якутскому времени и будет длиться 3 часа. В воскресенье 5-часовое прямое включение начнется в 12:00 по якутскому времени. На ваших экранах имена всех 12 многоборцев. Напомним, соревнования пройдут на стадионе Туймада в Якутске без зрителей. Трансляция соревнований также будет доступна в приложении Smart TV на телевизорах Samsung и LG, а также в мобильном приложении НВК Саха для iOS и Android. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Не забывайте о безопасности, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. А еще лучше получите вакцину. Всего доброго и удачных вам выходных.